Чиновник должен быть оторван от распределения денежных средств. Но не бывает так, что серьезные ключевые вопросы можно тихо, шепотом принимать. Порядок, он же складывается при наличии определенных факторов. На мой взгляд, в первую очередь, это воля. Здравствуйте. В эфире «Чегемская правда». В мире достаточно серьезная напряженная ситуация в связи с известными событиями. Тем не менее, у нас выборная пора продолжается. И сегодня у нас в гостях кандидат в депутаты по Сухумскому 4-му избирательному округу, так называемому Северному, Батал Айба, он же и ныне действующий депутат парламента. И мы сегодня будем говорить и о тех реалиях, в которых мы оказываемся уже, и в силу складывающегося глобального кризиса, и о том, как Абхазия должна вести вот в этих условиях. Батал, добрый день. Добрый день. Я начну, наверное, все-таки, учитывая, что ты экономист, все-таки начну с главного, наверное. Понятно, что сейчас многое чего поменяется. И учитывая, в какие условия там Запад, коллективный Запад сейчас загнал Россию, и у нее наверняка тоже возникнут определенные финансовые трудности. Если у нее возникнут эти трудности, естественно, они отразятся на нас, то есть, по крайней мере, на тех источниках дохода, которые так или иначе пополняли наш государственный бюджет. И, то есть речь идет об инвестпрограмме, и многое зависит теперь от того, как мы, в общем-то, пересмотрим нашу действительность, существовавшую вот эти все годы, и как мы будем выходить из этой ситуации, по крайней мере, экономически. Я бы хотел все-таки, чтобы мы, наверное, взглянули о перспективах вот таких, о тех возможностях, которые мы, наверное, не реализовали, и которые бы мы могли бы реализовать. Спасибо. Наверное, стоит отметить в первую очередь, что то, что сейчас происходит, и военная операция, и те санкции, которые против России вводятся в данный момент и коллективным Западом, и многими странами мира, в первую очередь отразятся на росте цен. То есть тут возникает некий дефицит товаров, услуг. Это вот и программное обеспечение, и товары, которые поступают за границей, они все, естественно, под торговое эмбарго попадают, и, следовательно, рост цен нам не избежать. На государственном уровне, в первую очередь, что мне хотелось, чтобы мы, наверное, более тщательно и скрупулезно относились к государственным расходам. То есть тут, наверное, придется затянуть пояс в каких-то отраслях, сферах. Желательно, конечно, социальную нагрузку, которая на бюджет существует, ее выполнить, и не без поддержки России. Что касается инвестпрограммы, то за счет чего инфраструктурные проекты в Абхазии реализуются, безусловно, риски высоки. С учетом инфляции, с учетом доходов бюджета России, доходов наших, то есть тут еще насколько эта программа будет актуальна вообще в целом. То есть не просто рассматривать ее какие-то отдельные проекты водоснабжения, дорогу, а тут возникнет вопрос, насколько она вообще актуальна. Может быть, ее даже придется переформатировать не только в денежном эквиваленте, но и в самой структуре инвестпрограммы. Также, что хотелось бы сказать, что как это отразится на курортном сезоне, тоже весьма важно, так как основная часть доходов населения, скажем так, не касаясь бюджета, в принципе, это сегодня сфера услуг. И то, как это закончится, то, какие последствия, мы сейчас только гадаем пока, но на самом деле возможно, что и курортную сферу это не обойдет. Хотелось бы, наверное, более продуктивных решений, более сдержанных решений по расходованию бюджета уже сегодня, несмотря на то, что бюджет 2022 года парламентом был принят,
наверное, все-таки нужно его как-то откорректировать. В каких сферах? Ну, правительство, наверное, посмотрит и сделает определенные выводы с учетом геополитического кризиса. Ну, вообще так, понятно, что нам нужно как бы тщательно подходить к нашим расходам, но все-таки, наверное, надо думать и о каких-то дополнительных, наверное, источниках доходов и смотреть, может, какие-то перспективы. Вот, в конце концов, если мир отгородился, Европа, в частности, отгородилась полностью от России, значит, какой-то народ, который там привык отдыхать в Европе, так или иначе вынужден будет ездить, наверное, в Абхазию, да, и это, наверное, все-таки более-менее такой средний класс, который привык к определенному, да, условиям, да, условиям, да, и нам нужно, наверное, в этом плане думать. Мы вообще должны, наверное, свою концепцию, несколько вариантов развития продумывать в этой сфере. Но помимо курортов, наверное, это должны быть еще и другие какие-то источники доходов. Безусловно, да. На курорты, ну вообще сфера услуг, она чувствительна к таким политическим кризисам и так далее. Вопрос вот... Мой личный взгляд вообще на то, как экономика Абхазии должна развиваться, я не сторонник, чтобы у нас только одна сфера развивалась и в привязке к сельскому хозяйству. Вообще агропромышленный комплекс надо, скорее всего, взять в основу развития агропромышленного комплекса. Так, это перерабатывающая сфера. Есть от нее такой некий мультипликативный эффект, который решит ряд социальных задач, которые сегодня переложены на бюджет и напрямую на исполнительную власть. Это я в своем интервью на абхазском телевидении говорил, что все наши села абхазские, все вот эти крупные двухэтажные дома, за счет которых вырастили большие абхазские семьи, это была сфера чая и табака, цитрусов. Сегодня, к сожалению, эта инфраструктура уничтожена, на мой взгляд, даже в некоторые сферы умышленно уничтожены. Вопрос, на мой взгляд, еще заключается в следующем, что мы не знаем, сегодня не подсчитано научно, экономически не подсчитано, какое количество денег нам необходимо для стимуляции развития экономики, то есть количество денег в обращении в Абхазии, какое нужно. Разные суммы, разные цифры называют, там от 20 миллиардов рублей, 50 миллиардов рублей, но научно обоснованных анализа, научно обоснованного сегодня нет. Это все необходимо просчитать и в первую очередь найти источник финансирования. Вот при реализации, допустим, любой программы мы сталкиваемся с рядом проблем. То есть мы сажаем чиновника, который... Любой чиновник, это на протяжении 30 лет происходит. То есть я сейчас новое ничего для телезрителей не скажу, что, на мой взгляд, как экономиста, чиновник должен быть оторван от распределения денежных средств. Да, безусловно, есть некие целевые программы, контроль за ними возложить на чиновников отраслевого характера, но финансировать любую сферу должны соответствующие денежно-кредитные учреждения. К сожалению, в Абхазии мы не развиваем эту сферу не потому, что у нас нет соответствующего законодательства. Скорее всего, законодательство возникает тогда, когда на него есть спрос. А тут спрос на соответствующее законодательство в денежно-кредитной сфере не возникает, так как государство не стимулирует подобного рода направления финансирования. И отсюда возникает и коррупционная составляющая, и, в принципе, отсутствие развития каких-либо отраслей в целом концептуально. Все-таки у нас понятно, что экономика должна сейчас перестраиваться. Понятно, что мы должны ужесточить учет денег, расходование денег. Но у нас, в общем-то, такая за последние,
лет 10 мы все больше скатывались к такому, больше к анархии, да, то есть безответственности, да, как все это сейчас как бы привести в порядок, как это заставить, чтобы это все работало. У нас, мы говорим о коррупции, да, все время, она как была, в каких размерах она могла только увеличиваться, да, никак не сокращалась, хотя мы там и законодательство вроде принимаем и так далее. У нас с правопорядком стали проблемы. Мы говорим, да, о туристах, чтобы пришли, а у нас там в гостиницах стреляют, там стреляют. То есть куча оружия, да, бесконтрольного, да, которое тоже. Вот как нам вот это сделать? Я знаю, что в парламенте у вас закон тогда принимали об оружии, да, но мы посмотрим, но видно все-таки этого оружия сейчас очень много. Там, я понимаю, когда там поколение людей, которые прошло войну, они знали, что такое оружие, да. После войны у многих было оружие, но они, как бы ответственность какая-то была. Цену жизни знали. Сейчас этого нет. Сейчас люди, к сожалению, ветераны войны, многие повымирали, а это оружие осталось их детям, которые они еще не знают, это, что такое оружие. Да? Я вот смотрю, пацаны там 20-летние с этим оружием ходят официально. И как вот с этим быть? Вот в первую очередь я по очереди последовательно, наверное, разложу и свою деятельность в парламенте за предыдущие годы, и мой взгляд на будущее. Правопорядок, он же складывается при наличии определенных факторов. На мой взгляд, в первую очередь, это воля. Воля руководства страны и цель, какую они хотят достичь. То есть, какую цель в целом ставят перед государством. Закон – это инструмент для достижения цели, если это говорить на концептуальном уровне. Вот привожу пример. Как вам известно, у нас наше учреждение при парламенте есть контрольная палата. Она периодически с определенной отчетностью проводит анализ хозяйственной, финансовой деятельности того или иного учреждения. И на основании их отчетов мы формируем мнение о работе госучреждений. Так вот, на основании отчетов рядом коллег, в том числе и мной, мы обращались в Генеральную прокуратуру. Это был 2018, 2019, 2020 год. И прокуратура отписывалась, что там нет состава преступления. При этом, на мой взгляд, там были хищения в особо крупном размере. Об этом мы говорили в парламенте, да, безусловно. Иногда даже эмоционально, но без подобной риторики, к сожалению, вопрос не двигался. Вы помните, наверное, к чему привело бездействие Генеральной прокуратуры, к отставке генерального прокурора. Причем вне зависимости от того, коллеги мои кого поддерживали, там, власть или оппозицию, образовалось, так скажем, большинство, по которому работа генерального прокурора не удовлетворяла парламент. На мой взгляд, это хороший сигнал. Другое дело, что касается закона об оружии. Я был против той формы, принятой в окончательном чтении данного закона. Объясню почему. В первую очередь, меня всегда характеристика того общества, где мы живем, и нас с тобой, что гражданское самосознание у людей низкое. Не потому, что люди плохие там или как-то, а потому что связь между образованным советским поколением, которое росло в мире, где государство могло гарантировать их права на безопасность в том числе, эта связь прервана с молодежью, 20-летней молодежью, которая иной раз неосознанно как-то ведет себя в кризисных ситуациях. И мы какую цель хотим достичь, принимая такой закон? То есть, если мы хотим в средние века, в эпоху рыцарства скатиться, где нам нужно было для показания, что я такой главный, что я такой сильный и могущественный, носить с собой за пазухой, демонстрировать всему обществу свое оружие, да. Но у меня цель иная. Я хочу, чтобы наши граждане жили в свободной, защищенной стране, и не защищенной не только от внешнего врага, но и от бандитов, и от просто необдуманных поступков соседей, друзей, знакомых.
Ну да, нужно как-то все-таки к этому приходить. Более строго надо относиться. Сегодня не то время, когда можно 20-летнего мальчишки, который, к сожалению, у нас нигде не занят. Ведь это же вопросы взаимосвязанные для государства. Почему мы, вот помните, мы как-то говорили про высокий уровень суицидов, про то, что высокий уровень наркомании в обществе. Ведь советское государство и вообще мировая практика о чем говорит, что вопрос занятости надо решать. Это высокий уровень безработицы, скрытой безработицы. Когда люди в сфере услуг работают сезонно, а потом 7-8 месяцев практически ничем не занимаются. Вот это очень опасно. Но вот ты сказал сейчас о проблеме занятости, о том, что нам надо добиваться, чтобы все-таки у нас официально, кажется, 70% там населения нигде не работает. То есть это, да, включая пенсионеров, но тем не менее они как бы считаются безработными, хотя, мне кажется, цифры... Не совсем такие цифры, да, но они критичны в любом случае. Статистика у нас всегда как-то живет отдельно, по большому счету. Но это я к тому, что вообще к чему стремится Абхазия? Вот какие у нас цели должны быть у этого абхазского государства? То есть какой формат у нас должен быть? Да, я понимаю, там Россия наш стратегический партнер, он взял на себя, там, гарантирует нашу безопасность, он нам деньги дает, да, мы привыкли к этому, что вот как бы если чего-то... Иждивенчество, наверное, ты хочешь сказать. То есть если что, мы дороги построим за счет, там, допустим, России и канализацию в том числе. Да? Но вот все-таки цели у нас, вот сейчас как-то спросишь, а какая цель у абхазского государства? И многие просто разведут руками. Ты мог бы сформулировать, как мы должны выстраивать, вот какое государство у нас должно быть, какие приоритеты должны быть? Ну, в первую очередь это права граждан. Но если говорить глобально, это экономически развитое государство. Когда ты нищий, ты не можешь в принципе ничего реализовать. Вот наши старшие часто пример приводят то средневековое общество, потом индустриальное, начало индустриального периода, абхазское общество имею в виду, когда село сохраняло культуру, обычай, язык, в первую очередь язык. Но сегодня век информационных технологий, где защититься, находясь в селе, от информационного пространства иностранного государства невозможно. Просто сидя и сохраняясь там внутри. Сегодня единственный способ, на мой взгляд, это развитие экономики, иначе мы не можем сохраниться. То есть, чтобы сохранить нашу культуру, обычаи, мы должны весь фон, который вокруг нас происходит, информационный фон, то это не только печатать на абхазском, в первую очередь это дело производства, в первую очередь все каналы, которые существуют, если не напрямую, то хотя бы с субтитрами, чтобы они были на абхазском. То есть это основная задача, чтобы человек не просто ощущал фон там, иностранного языка, а ощущал фон родного языка, родной культуры. А реализация этого заключается в наличии денег, к сожалению. И плюс, естественно, чтобы реализовать эту задачу, нужна концепция, то есть доктрина какая-то государственная, которая определит именно план развития абхазского языка в первую очередь, так как он является фундаментом для всей культуры. То есть мы все-таки при том, что мы хотим развития экономики, мы понимаем, что, в общем-то, для нас, абхазов, да, другого государства нет. То есть у нас, да, понятно, хочется есть, кушать сладко, чтобы сытно кушать, но тем не менее мы понимаем, что это государство, другого проекта абхазского не будет. Но при этом мы должны, наверное, создать, как бы понимать, что делать это государство для этнических только абхазов, это тоже губительный проект. Нет, да. В любом случае, мы должны все-таки абхазское сделать, создать гражданскую нацию, должны создать абхазскую гражданскую нацию. Она практически существует, практически существует. Другой вопрос, какой оттенок будет иметь. Это именно гражданская нация, абхазская гражданская нация. Я знаю очень много неабхазов, которые жаждут выучить абхазский язык и быть в этом. Создать условия. Да. Естественно, вот как раз
о этих условиях речь идет. Ведь только образованные люди могут это сделать. И вопрос в том, что основной доктриной государства, ну то есть цель основную, это образованный человек, образованный гражданин. Иначе у нас не получится. У нас не получится ни экономика, ни безопасность. Мы не сможем реализовать, мы даже инвестпрограмму в каких-то сферах реализовать не можем. То есть самостоятельно, да, и ты специалистов, да. Вот в советское время же, я опять отсылку все время делаю, но именно Советский Союз, его становление здесь определило развитие абхазской интеллигенции. Ведь писатели, поэты, культура стала развиваться. Это на базе промышленных проектов, на базе институтов оборонки, на базе агропромышленного комплекса все это создавалось. И те самородки, которые у нас появились, и наш алфавит, и вся наша культура, она фактически привязана к развитию, такому резкому развитию социально-экономических процессов в тот период. Другого скачка развития абхазского общества не имело, ну, на мой взгляд, поправь, если я не прав. В любом случае, конечно, то, что абхазы получили за советский период, в культурном, в культурном плане, да, у нас, если вспомнить, кто у нас был до революции интеллигенция, да, выяснится, что у нас был Дмитрий Гулия, где-то там, а все остальные так или иначе свое развитие, все остальное, это вот эта вся литература, огромный массив абхазской литературы, это всего 100 лет фактически. Да, советского периода, то есть, и при этом надо заметить, что вся наша вот та же литература, да, допустим, не понаслышке. Они все вышли из абхазской деревни. Да. Из абхазской деревни вышли, и это означает, что все-таки абхазская деревня это был такой кладезь того, чего мы имеем, и это все происходило через образование, через те же средние школы и так далее. То есть выфильтровывались люди, попадали в город тоже тогда было сложно попасть, да, мой отец там... Крестьянский мальчик. Да, крестьянский мальчик. Но сейчас-то образование вот у нас в городе упало, в городской среде упало, а в сельской вообще... В этом направлении я могу сказать такую вещь, то, на что парламент должен был обратить внимание, и то, что парламент смог сделать вот за это время. Но не было никакой систематизации в плане законов за 30 лет. И худо-бедно разрабатывался проект какой-то совместно с Южным федеральным университетом, потом привлекался наш Абхазский госуниверситет, но так он и не был рожден. Потом нашей небольшой депутатской группой, плюс мы привлекли несколько специалистов, юристов, и вот мною был вынесен в первом чтении законопроект об образовании. Он такой собирательный получился, естественно, это пока концепция. Мы, даст Бог, если получится завершить это, там, я думаю, его все-таки на 3 чтения растянуть, или кто-то, мой последователь, оказавшись в парламенте, или я, там, как судьба распорядится, я рассчитываю, что он продолжит, депутат продолжит реализацию этого закона, в том числе и широкую общественность мы планируем привлечь к изменению, внести изменения в этот закон. Но есть направление, куда совместно с Министерством просвещения, совместно с Абхазским государственным университетом и нашими научными центрами мы в дальнейшем будем вести работу над данным законопроектом. Но он в первую очередь регулирует общественные отношения в этой сфере. Потом там мы ввели градации, то есть уровни образования, включили права наших педагогов. И я думаю, что это обязательно просто. Без этого не может эта сфера существовать. Батал, мы все-таки как бы уже на финишную прямую выходим. Я, наверное, вернусь к тому, с чего, в общем-то, и начинал. Да? Серьезный
серьезный кризис мировой наметился, да, и так получилось, что когда у нас выборная кампания начиналась, у нас своя абхазская повестка кризисная была, вызовов, которые стоят перед абхазским обществом, а сейчас наложился и эта мировая повестка, и в каких-то моментах она и объединенная, переплетается, да. Я наблюдал сегодня, по крайней мере, сводки биржевые, там сколько стоит газ, там 1700, да, там нефть растет и так далее. Это, конечно же, у нас нет ни нефти, ни газа, ничего нет, да. Все это будет отражаться, конечно же, на нашей жизни, на наших тратах, на себестоимости товаров и так далее. И у нас особые проблемы тоже с энергетической отраслью. И я бы хотел все-таки, чтобы ты сфокусировал внимание, как нам быть в этом контексте. Ну, наверное, так скажу, немного популизма, но и нефть, и газ, и свет нам нужен. Без этого жизни не существует. Но давайте разделим. Конечно, с энергетикой у нас колоссальные проблемы, и это наглядно видно, верные отключения и постоянные аварии. Мы с этим сталкиваемся, с этим живем, наша обыденность. Но мы всегда говорим о следствии, там майнинг обсуждаем, кто прав, кто виноват, кто хотел его вводить. У нас, например, законопроект поступал в 2018 году и от предыдущего главы государства, потом действующая власть, кабинет министров, там попытку его легализовать. Ну, когда что-то делать, без ошибок не бывает. Вопрос не в этом. На мой взгляд, это плохое администрирование, и то, какая форма хозяйственного. То есть у нас, к сожалению, так складывается, что государственные предприятия убыточные, а все руководители, они, шоколадят. Мягко скажем, безбедно живут. Очень безбедно. И это показатель того, что форма хозяйственная, форма управления этими отраслями, она неправильная. И, конечно, у нас должна быть государственная доктрина по вообще энергетической безопасности, куда входит в том числе и тот вопрос о добыче нефти. И здесь нужно сказать, что в Абхазии, безусловно, не помешало бы иметь дешевую солярку, керосин, мазут. Ведь это же можно было сделать не в 2022 году, задуматься об этом. Это можно было сделать и в 94-м, и в 95-м. Я, насколько знаю, были попытки, сюда завозилось какое-то оборудование по переработке горюче-смазочных материалов. Другой вопрос, самый главный вопрос, это экологическая безопасность, которую, чтобы сохранить нашу республику в том виде, в котором она есть для будущих поколений, это основополагающий вопрос. Но, естественно, он требует рассмотрения, то есть надо определиться, если в шельфе нельзя добывать нефть, то надо запретить этот вопрос. Если, допустим, можно одну скважину использовать для внутреннего обеспечения, понимаете, армия не может существовать без горюче-смазочных материалов. Невозможно это сделать, но и надо понимать, что какое-то эмбарго торговое, как в 92 году, может произойти с Абхазией. И мы должны сами обеспечивать себя практически всеми энергоресурсами. Вопрос в том, как это сделать. Всегда мы просто на одном запрете мы в итоге довели страну к тому, что у нас фактически ничего нет. Если мы получаем перетоки, руководство России, понимая нашу ситуацию, нам цену дешевую выставляет, а иногда просто не берет с нас денег и передает нам электроэнергию, то здесь часть общества начинает возмущаться. То в этих сферах надо жесткое регулирование и прозрачность. Вообще вопрос добычи нефти я бы вывел на референдум.
Ну, такой вот общий такой вопрос, где я хотел бы, чтобы мои избиратели сами приняли решение, нужно им это или нет. Безусловно, естественно, анализом того, что мы имеем и какие риски это несет. И что нам даст. Да, и что нам даст. То есть вот эти три кита, так скажем, да, три кита должны быть качественные, прозрачные и после этого провести референдум. То есть и определить, а референдум определить не просто да или нет, в том числе и форму, то, как хотят это делать. Там, естественно, можно объяснить и рассказать, как это лучше и подготовиться к этим вопросам. Что касается электроэнергетики, тут тоже нужно разделить. Если передающие сети, так называемые, они остаются в государственной собственности, не имеет значения, какое количество у тебя генерирующих станций, гидроэлектростанций, не знаю, может быть еще и ветровых, может быть солнечные панели через 2, 3, 5 лет станут более экономически целесообразными, развитие технологий позволит, чтобы низкая себестоимость добычи была. Разное может быть. И если эта часть собственности остается за государством, в чем вопрос? Плюс государство еще имеет возможность госрегулирования цен в этой сфере. Ведь можно определиться, что населению также останется тот же тариф, условно говорю, 40 копеек, а на какие-то более экономически развитые отрасли мы можем цену поднять. То есть это опять-таки в руках нашего государства остается. Здесь вопрос такой, он просто излишне политизированный, на мой взгляд. Политизация возникает любого вопроса, там, за или против, там, разных вопросов. Причем без аргументов. Да, причем без аргументов, но я понимаю, что и природу этих разговоров, опять же, плохое администрирование, потому что не к этому возвращаемся. Люди скорее боятся, потому что если какие-то разрешительные вещи давать зеленый свет каким-то вещам, они понимают, что на их жизни в реальности это не отражается. Это отражается на тех же там каких-то отдельных групп чиновников, да, там примазавшихся бизнесменов и так далее. Но при нормальном администрировании, при более государственном подходе к этому хозяйству, может быть, вот этой проблематики и не было бы. И в этом плане, наверное, вот нынешние вызовы, они могут ответить на эти вопросы. То есть это, опять же, действительно очень серьезная ситуация. И парламент, я думаю, может стать такой точкой, которая точкой созидательной. Ну, моя позиция, она будет исключительно в этих вопросах. Я вообще за прозрачность, Инал. Я очень хотел бы, чтобы заседания сессии парламента, они показывались без вырезок, например. Да, мы зачастую спорим и очень эмоционально, не без этого. Но не бывает так, что серьезные ключевые вопросы можно тихо, шепотом принимать. Так не должно быть, на мой взгляд. И эти вопросы, вот, с моей точки зрения, являются ключевыми. И просто так, без всеобщей огласки, без прозрачности, ни в коем случае нельзя их рассматривать. Я буду все-таки как бы завершать передачу. И я напомню сегодня, что мы говорили о сегодняшнем моменте, о тех вызовах, которые стоят и перед абхазским обществом, и перед абхазским государством в контексте тех сложившихся десятилетиями и внутренних проблем, и тех глобальных проблем, которые сейчас стоят перед миром. И мы говорили сегодня с Баталом Айба, кандидатом в депутаты по Схумскому избирательному округу номер 4, так называемому Северному. Батал, большое спасибо. Спасибо, и удачи тебе. Спасибо большое. Не болейте. Спасибо.